Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Экология Крайнего Севера. В Верхояне введены в эксплуатацию солнечные батареи. Корпоративное развитие. В Якутске проходит двухдневный республиканский форум «Партнерство в целях устойчивого развития территорий». Культура двух регионов. Наши коллеги расскажут о выставке «Татарстан-Якутия». Легенда инклюзивной педагогики Эмилия Леонгард провела мастер-класс сотрудникам Республиканской школы неслышащих. Книга памяти. Сотрудники Алданской библиотеки работают над сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня в Верхоянске введен в эксплуатацию современный автоматизированный энергокомплекс с использованием технологий возобновляемых источников энергии. Он объединяет крупнейшую за Российским полярным кругом солнечную электростанцию, систему накопления энергии и модернизированную дизельную электростанцию. Система накопления энергии позволяет максимально использовать полученную энергию солнца даже ночью и минимизировать загрузку дизеля весной и летом. Строительство велось круглогодично, и даже суровые верхоянские морозы не помешали подрядчикам сдать объект в срок. Как отметил глава Якутии, использование солнечной электростанции позволит на 28% сократить расход дизельного топлива. Это около 300 тонн ежегодно. Сократить объем его завоза и хранения, снизить негативное воздействие на окружающую среду. Это второй объект. Первый был запущен в сентябре 2021 года в рамках Восточно-экономического форума. Это второй объект. Следующий мы еще 4 поселка планируем запустить в этом году. И дальше мы должны 66, суммарно мы планируем обеспечить реализацию подобной комплекса в 72 населенных пунктах, удаленных населенных пунктов на территории республики. В Якутске состоялось расширенное совещание Ассоциации инновационных регионов России. Участие в мероприятии приняли представители более 10 субъектов страны. Они обсудили меры поддержки в условиях санкций, обменялись опытом и лучшими практиками в сфере инноваций, а также выслушали доклады. В частности, участникам совещания была презентована геоаналитическая система GeoWeb, которая позволяет решить управленческие задачи в сфере городской экономики и анализа инвестиционного потенциала города. Между тем, губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил работы якутских IT-специалистов и инновационное развитие республики в целом, выразив желание о дальнейшем сотрудничестве с Якутией. Мы с коллегами уже договорились, у них есть планы по развитию биотехнологий, создания кластера биотехнологического. У нас, конечно, за плечами большой уже опыт. И это не только известные крупные предприятия, рожденные еще в советский период нашей истории, но совершенно молодые стартапы и инфраструктура, которая создана в последние годы. Мы с удовольствием примем делегацию и расскажем и ошибках, и успехах развития биотехнологий, покажем новый формат, который у нас запущен 2 года назад. Также в столице региона проходит двухдневный республиканский форум партнерства в целях устойчивого развития территорий. Участие принимают крупные социально ориентированные компании, некоммерческие организации, представители бизнеса и федеральные эксперты в области развития гражданского общества. Также своим видением поделились органы власти по реализации принципов развития экологического, социального и корпоративного управления. В ходе мероприятия с участниками опытом делятся представители из других регионов России. Фонды и ресурсные центры, они как раз занимаются тем, что помогают людям осознать, что они могут это сделать сами, преодолеть синдром выученной беспомощности и учат их, как упаковать идею, как получить на нее ресурсы, как реализовать, да, как показать свои результаты, чтобы потом получить новые ресурсы. И вот в этом, на мой взгляд, неоценимая роль фондов. Более того, в Якутске проходит проверка состояния дорожных полотен и их соответствия действующему законодательству. В ходе проверки органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения были выявлены нарушения, установлены уполномоченные лица, ответственные за состояние дорог. В их адрес внесены предостережения. Прокуратура города Якутска совместно с отделением ГИБДД муниципального управления МВД России Якутска проводит проверки соблюдения федерального законодательства по дорожной деятельности. В ходе проверки прокуратуры города дается оценка исполнению уполномоченными лицами требований законодательства о автомобильных дорогах, безопасности дорожного движения, в том числе при содержании, эксплуатации и ремонте автомобильных дорог на территории городского
округа город Якутск. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на фактическое устранение нарушений и приведение норм в соответствии с нормативными требованиями. Тем временем члены климатической экспедиции Российского экологического общества побывали в Хангаласском районе. В ходе визита обсуждали вопросы изменения климата, сохранения чистоты реки Лены и биоразнообразия. С членами экспедиции встретилась и наша корреспондент Виолетта Засимова. Климатическая экспедиция стартовала 19 июня. Ее члены в количестве 7 человек успели поработать в Институте мерзлотоведения в городе Якутске, а также побывать в Чурапчинском улусе. В Хангаласском районе делегация посетила визитную карточку республики – Ленские столбы и Бизонарий Усть-Ботома. Хангаласский улус у нас это связано с тем, что особо охраняемые природные территории, они тоже испытывают воздействие. Плюс еще, конечно, здесь идет биоразнообразие, расширение, адаптация. Здесь, конечно, вопросы мы будем рассматривать и с лесными пожарами, потому что специалисты лесного нашего департамента, они тут будут. Потом вопросы, связанные с водным режимом, с рекой Леной. В принципе, тоже такая мечта, чтобы река Лена стала получать поддержку, особенно по очистным сооружениям и так далее. Вот нацпроект экологии тоже надо стучаться туда, надо всегда будировать. В Усть-Ботоме ученым представили годовалого самца бизона, которого решили назвать «Климат» в честь основной темы экспедиции. Затем состоялся семинар-совещания, в котором также приняли участие представители Минэкологии республики. В этом году мы фактически стартовали, фактически только обозначили проблемы, и они вот будут завтра в резолюции все как-то, по возможности сформулированы. В будущем году пока планируется проведение Всемирного климатического форума в рамках Арктического совета именно в Якутии, и мы надеемся, что мы будем одними из соучредителей и примем активное участие. Работа климатической экспедиции продолжится и в 2024 году. В ее рамках планируется приезд ученых с посещением уже других районов республики. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. А в детской школе искусств номер 2 города Якутска состоялась выставка предприятий и учреждений Республики Татарстан в рамках делового форума «Татарстан-Якутия». Тему продолжат наши коллеги. Выставка предприятий и учреждений Республики Татарстан в рамках делового форума «Татарстан-Якутия» состоялась в целях пути развития двухсторонних торгово-экономических связей. На выставке свою продукцию представили различные отрасли Татарстана, в их числе судостроительная корпорация «Барс». 29 июня спускаем первый метеор, который будет в последующем проводить испытания и предъявление уже заказчику. Здесь сегодня в этом метеоре собрали все научные идеи. В первую очередь это безопасность, второе это экология, третье это вопрос, связанный с комфортом, со скоростью, с экономией топлива, которое сегодня есть. И этот проект мы сегодня презентовали вашему правительству для того, чтобы заинтересовать, а также мы очень заинтересованы в взаимодействии с Жатайской верфью на предмет оказания тех или иных услуг, которые сегодня заинтересованы и видим в этом дальнейшую перспективу. Мы очень надеемся в будущем, что у вас, так как большое количество рек, будет большая потребность в строительстве этих кораблей, так как пассажиропоток есть. Ну и самое главное, почему именно скоростной проект, потому что расстояние между городами, поселками достаточно большое, и пассажиров надо оперативно переводить. А также эти суда рассчитаны на длительный передвижение, то есть от 700 до 1200 километров. Айгуль Камилова на выставку промышленности привезла изделия ручной работы из семейной мастерской. По словам мастерицы, небольшая семейная мастерская из Казани шьет вручную разные вещи. Фишка нашего бренда – это вышивка, ручная тамбурная вышивка, также машинная вышивка. Ткани мы используем натуральные, это шелк, хлопок, бархат натуральный. Вот, например, на наволочках у нас и шелк, и нить, они изготавливаются вручную, красятся вручную, то есть 100% ручная работа. Вещи эксклюзивные, мы их практически не повторяем.
поэтому очень даже они подходят для подарков. Инвестиционный и экономический потенциал Татарстана растет с каждым днем. И это можно увидеть на выставке, которую организовал регион. Здесь были представлены действительно новейшие разработки разных отраслей промышленности. Ну а в свою очередь крупные предприятия Татарстана сегодня готовы поставлять продукцию в Якутию. Анна Васильева, Якутск. В рамках Дней Татарстана в Якутии в Государственном театре оперы и балета прошел концерт татарских мастеров искусств совместно с якутскими артистами. Событие приурочено к столетию якутской автономии. Мероприятие посетил и глава Татарстана Рустам Минниханов. Мы проводили столетие Республики Татарстан. Большая делегация из Республики Саха-Якутия провела дни Якутии нашей республики. Сегодня у нас ответный визит, и мы тоже хотим очень достойно показать нашу республику, поздравить наш братский народ. Вот уже было сказано, у нас много общего, и мы очень близки. Также в мероприятиях принимает участие Айдар Сулейманов, который приезжает в Якутию уже 4-й раз. Он с теплотой отзывается о предыдущих визитах и отмечает, что давно мечтал попасть на национальный праздник Эссех. Сегодня у нас будет большой концерт мастеров искусств Республики Татарстан совместно с вашими артистами. И будем, конечно же, играть на вашем инструменте, на хомусе. Сегодня мне Бурнашовы подарили хомус. Это для меня очень трепетно, очень важно, потому что это два народа соединятся сегодня. Татары, якуты, саха. И увидим большой концерт. Эмилия Леонгард, легенда инклюзивной педагогики, провела мастер-класс в Якутске для сотрудников Республиканской школы для неслышащих. Мероприятие прошло в рамках 3-й международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование. Путь к успеху». Тему продолжит Саргалана Неустроева. Встречу с Эмилией Леонгард педагоги Республиканской школы для неслышащих ждали с нетерпением. Эмилия Ивановна – автор множества научных трудов. Наряду с другими светилами науки заложила основы современной инклюзивной педагогики. Конечно, наши учителя, вы слышали из их выступлений, они были очень рады увидеть, как говорится, живую легенду нашей сурдопедагогики. И даже был случай, когда вот наш учитель Александра Ивановна, она хранит и пользуется тем учебником, которое вышло в 1970 году и получила у нее от Эмилии Ивановны автограф. На встрече присутствовали и родители воспитанников школы, которые также высоко оценили проведенный мастер-класс. Очень даже было интересно, мы, можно сказать, присутствовали на историческом событии, когда такой педагог, легенда сурдологии России, и присутствовать на этом мастер-классе и получить такие положительные эмоции, раскрыть для себя больше и шире кругозор. А между тем мысль, которую хотела донести Эмилия Ивановна, очень проста. Необходимо общаться. Не секрет, что лексика слабослышащих довольно ограничена. Именно это, по словам Эмилии Ивановны, и вгоняет сурдопедагогов в шаблоны общения. А между тем детям с нарушением слуха тоже необходимо читать книги, общаться с ними и развивать в них самостоятельное мышление. Мы сами себя, поскольку мы много лет работаем, мы как-то уже забываем, что мы вообще тоже люди, не просто педагоги, мы люди. И вот я хотела, чтобы педагоги наши, вот, с которыми я встретилась сегодня, тоже с детьми, с учениками своими, вели себя как не только как учителя, но и как обычные люди. Разговаривали с ними, сомнения свои какие-то высказывали. Сегодня, по словам мэтра, вопрос инклюзивного образования не только в специализированных, но и в общеобразовательных учреждениях по-прежнему актуален. Проблема в том, что многие годы эта сфера педагогики была закрыта от традиционной и развивалась отдельно. Так Эмилия Леонгард предлагает: необходимо создавать объединения специалистов и педагогов как обычных учреждений, так и специализированных. Самое главное при этом наладить разговор. Саргалана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
В этом году медаль за особые успехи в учении получили 27 нерюнгринских выпускников из 9 образовательных учреждений. Лучшие выпускники своим умом и трудом заработали первые весомые награды. Торжественное вручение прошло в Большом зале администрации. Кроме главных действующих лиц пришли родители и педагоги, которые также принимали поздравления за колоссальный совместный труд и умение достигать поставленных целей. В этом году хорошие результаты ЕГЭ по таким предметам, как русский язык, математика, физика. Ученица второй гимназии Арина Шахмалова сдала экзамен по химии на 100 баллов. Из 27 медалей больше всего у лицея номер 24. Наверное, продвинутые, грамотные, мощные, наверное, в знании. Дети, которые стремились, бежали к своим, наверное, знаниям, которые научились учиться. Начиная с самого маленького возраста, начиная с 1 класса, которые шли всегда, обучались, учились только на отлично. Сохраняют память о Великой Отечественной войне разными способами. Так, сотрудники Алданской библиотеки имени Некрасова в настоящее время работают над книгой. В нее войдет информация о ветеранах, защищавших Родину на передовой. Выпуск электронных изданий о воинах-фронтовиках инициировало Министерство обороны России. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Методист Алданской библиотеки имени Некрасова Ольга Перцева максимально сосредоточена. Она работает над составлением книги памяти. В издание войдут данные о солдатах, призванных Алданским райвоенкоматом на фронт в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, бумажные носители, те документы, которые хранятся у граждан, какие-то наградные документы, солдатские книжки, фотографии, приходят в негодность со временем, что-то теряется с переездом. Да? И вот эта вот электронная книга памяти, она как раз призвана собрать эти сведения и сделать их, так скажем, вечными. Книга памяти выйдет в свет в электронном виде. Она будет доступна каждому пользователю интернета. Согласно первоначальной идее, в издание войдет информация из различных источников, как документальных, так и публицистических. Собранные данные сотрудники библиотеки направляют на проверку. Работа очень скрупулезная, задействован практически весь коллектив, вносятся данные, все это проверяется, естественно, потому что очень много у нас неточностей, и чтобы все данные были отражены как положено, да, в электронной книге памяти. Поэтому, конечно, мы все источники несколько раз проверяем. В годы Великой Отечественной войны из Алданского района на фронт было призвано более 11 тысяч человек. Данные о них остаются разрозненными. Часть сведений хранится лишь в семейных архивах. Ожидается, что книга памяти, над которой в настоящее время работают сотрудники библиотеки имени Некрасова, станет наиболее полным источником информации о ветеранах-алданцах, защищавших Родину на передовой. Работаем с нашим музеем, направили письма всем главам муниципальных образований Алданского района для того, чтобы они оказали посильную помощь. Точно так же мы обращаемся и к волонтерам, и к жителям Алданского района. Если у вас есть сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, потому что ни для кого не секрет, сегодня нет, наверное, ни одной семьи, где бы не был, да, ветеран Великой Отечественной войны, участник войны, участник Трудового фронта. Если у вас есть такие сведения, если у вас есть какие-то документы, фотографии, просим откликнуться, просим приносить. Работа над книгой рассчитана на 3 года. Ожидается, что труд выйдет в свет в 1925 году, к 80-летию Великой Победы. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. А в селе Южная Нюэ Ленского района продолжается строительство сквера. Он будет построен в рамках программы формирования современной городской среды за счет республиканского и районного бюджетов. Работы начались в середине мая. Сегодня строители бетонируют территорию и устанавливают основания под архитектурные формы. В завершении работ это аллея с колоннами, на которых будет выгравирована история села. По проекту в сквере предусмотрена зона отдыха с качелями, спортивная площадка с уличными тренажерами, стела ямщика и мемориальное место, посвященное жертвам политических репрессий. В сквере будут установлены лавочки, пешеходные дорожки и освещение. Также будут проведены работы по озеленению территории. Сквер будет расположен в центре села. Окончание работ запланировано на 15 октября.
Тем временем на территории Ленских столбов зажгли огонь 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Перед церемонией зажжения был проведен якутский обряд благословления Алгыс. Затем огонь, зародившийся на Хангаласской земле, передали так называемым хранителям огня, которые должны пронести его сначала до Исеха-Туймады и затем по районам Приморского края. Финишировать эстафета огня должна в городе Владивосток на церемонии открытия игр. Напомним, этим летом международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 26 июля по 8 августа. По поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина создан организационный комитет, который обеспечивает максимальную подготовку для того, чтобы игры прошли на высоком организационном уровне. Для нас большая честь. Мы гарантируем, что игры по достоинству будут приняты и проведены в Приморском крае, в городе Владивостоке. Спасибо. А якутянин Павел Черноградский в 4-й раз завоевал звание чемпиона мира по масс-рестлингу. Всех соперников спортсмен сразил со счетом 2-0. Черноградский – единственный спортсмен, который имеет высшие медали всех чемпионатов мира. Отмечу, 2 золотые медали чемпионата мира по масс-рестлингу завоевали спортсменки Кыргызстана. Также спортсмены из Якутии Дмитрий Савин, Валерий Никаноров и Семен Ануфриев одержали победы в своих весовых категориях и стали обладателями золотых медалей чемпионата мира по масс-рестлингу. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.